Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Будете ли вы вместе с тем, кто сейчас в ваших мыслях и в вашем сердечке, с тем, кто вам очень нравится? Загадайте, пожалуйста, на себя, на него, на ваши будущие отношения. И мы с вами все посмотрим, все узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют. Открыто это очень желаем услышать и узнать. Красиво, красиво, мои хорошие. Смотрите, видите этот колокольчик? Он-то звенит, а это ведь звон свадебных колоколов. Тьфу-тьфу, дай Боже. Слушайте, мне нравится ваша отсыпочка, особенно мне нравится начало. Девушки, вы все разные, отсыпка у нас общая. Понятно, что и парни разные. Но раз вы сюда попали, значит, здесь для вас есть важная информация. Вы, главное, чужого не берите, но и свое мимо не пропускайте. И смотрите, этот колокольчик, вот он, видите, шикарный, он со стороны мужчины. То есть это его мысли, это его ожидания, это то, чего он хочет, и то, что он будет вам предлагать. Ну вот, свадебные колокола. А вот с вашей стороны, смотрите, видите, луна. Ну, во-первых, луна говорит о том, что вы невероятно прекрасная женщина. Вы обладаете просто зашкаливающим магнетизмом. Не только для этого, но и для других мужчин вы невероятно притягательны. Плюс интуиция, скрытые способности. Вы очаровательны во всех ваших проявлениях. Но Луна также говорит о том, что вы полны сомнений и, как самонакрутка, да, переживания, сами себя вот тут разочаровываете, на дурное себя наталкиваете, хотя дурного нет. Смотрите, вы себе рисуете две тройки. Видите, вот одна тройка, а вот вторая тройка. Но по факту вы уже сейчас, в сегодняшнем дне, когда вы смотрите мое гадание, и даже до моего гадания, вы ведь чувствовали, что это двойка. Видите, вот четко двойка. Тройка, вот то, что вы рисуете, а двойка — это то, что есть по факту. Вот она, двоечка. Видно вам? Вот. Вы уже пара, для высших сил вы уже пара. Вы медленно, но уверенно с друг другом сближаетесь. И каждый новый день, каждый новый час, каждая новая минуточка вас к друг другу прям подводит. Да? Этот момент притяжения, сближения происходит. Я не понимаю, почему вы так сомневались, почему вы так себя расстраиваете, откуда эти пессимистические мысли. Вы для Вселенной уже пара. Для него вы пара. Если себя честно спросить, честно-честно к своему сознанию обратиться, ведь ваше сознание тоже скажет, что вы пара. Да, сейчас вы по тройке общаетесь, дружите, да, там коллеги, может быть, вы в одной компании находитесь, просто вот переписываетесь, по-дружески переписываетесь. Но по факту вы уже пара. В энергетическом плане вы уже пара. Мужчина каждый день мечтает о будущем с вами, о свадьбе, понимаете, о счастье, о близости, о том, что он ваш, а вы его. Понимаете, об этом он думает и мечтает. Смотрите, еще один момент, который я должна вам рассказать. Не у всех отыграется, у кого-то прям конкретно отыграется. Есть женщина, которая очень сильно против ваших отношений. И эта женщина очень сильно старается и будет стараться. Чем больше вы будете сближаться, тем больше она будет стараться. Для того, чтобы у вас ничего с друг другом не получилось. Женщина с его стороны, может быть, это его бывшая, может быть, это его какая-то тоже знакомая подруга, которая виды на него имеет, а может быть, это его ревнивая мама, да, которая сыночка для себя родила, и для себя она его бережет.
Все равно, да, что он там счастливый не станет, что у него не будет семьи. Ну, какая разница, да. Я для себя сына рожала, пусть моим как служкой и будет всю жизнь. Есть женщина, есть ее образ, и она похожа на такую большую жирную бабочку. Она не имеет силы, но она может навести суету. Плюс в моменты, когда она будет понимать, что она проигрывает, эта женщина может быть способна на всякие гадости, пакости и даже на магию. Да? Даже вот магическим путем, чтобы вы разошлись, расстались и ничего между вами не было. Ее козни могут быть достаточно чувствительными, но, смотрите, она ниже, а птица счастья, она выше. То есть эта женщина, она проиграет. Да, немножко попортит вам жизнь, настроение попортит, внесет свой этот зловещий диссонанс, но тем не менее ничего сделать она не может, не сможет, да, не поделает такого глобального, чтобы вас разлучило. Но потому что любите друг друга, любите. Смотрите, между вами четко показали птицу счастья, это первый момент. Еще показали, что мужчина уже летит на птице счастья в вашу сторону. То есть это будет его проявление, это будут его действия в вашу сторону. То есть он возьмет инициативу на себя. Когда он возьмет инициативу? Когда решит какой-то свой очень сложный и важный вопрос. Сейчас мужчина чем-то очень сильно озадачен и озабочен. Здесь явно что-то происходит, две молнии. Может быть, даже по двум фронтам, а может быть, даже сама проблема, она будет решаться в два этапа. Что-то есть у него, что-то есть. Где-то ему не повезло, где-то, может быть, сам просчитался, может быть, время тяжелое, да, в какие-то неприятности попал. Может быть, кто-то ему устроил эти неприятности. Но мне кажется, что это либо с законом как-то связано, либо, ну, допустим, с бизнесом, там, с деньгами. Может быть, и там, кстати, да, и такой вариант может быть. Ему как не повезло. Да, вот есть момент повезло, а есть не повезло. Вот ему не повезло, он попал, встрял в эти неприятности, и теперь он всячески пытается их решить, разрешить. И он в этом успешен. Понимаете, да, не все так быстро, как хотелось бы, но он уже в этом успешен. Как только он разберется со своей этой проблемой, он пойдет в активную фазу ухаживания, добиваться вас, там, предлагать вам любовь, страсть, эмоции, ну, в общем, все как полагается, да, любовную такую эйфорию вам предлагать. Он пойдет на это, видите, на птице счастья сверху он летит в вашу сторону, для того, чтобы разогнать ваши сомнения, да, и чтобы вы из Луны перешли в Солнце, счастье, в радость светились, да, светились. Вот этого он хочет. Очень сильно хочет. Кстати, я вижу, что это и ваше желание. Видите, два кольца, союз, двойной союз. Вы хотите не просто быть с ним вместе, вы хотите за него замуж, вы хотите построить с ним счастливую жизнь. А кто-то и детей хочет от этого мужчины рожать, да, причем двоих, например. Ну, сколько Бог пошлет, да. Есть такое у вас? Есть. Вы тоже о нем мечтаете. Смотрите, он думает о вас, мечтает, а вы думаете о нем, мечтаете. У него мысли, мечты очень светлые, ну, вот с праздником связаны, с этими колоколами, знаете, время пришло, любимую свою встретил. А у вас мечты немножко грустные, потому что вы сами себя как будто бы отговариваете и говорите: да нет, не получится, он на меня внимания не обратит, он не станет ничего делать, он не будет меня добиваться, он меня не любит, он там просто хорошо воспитанный мужчина, который со мной общается, да, вы как сами себя отговариваете. Ну, это ни к чему, девчонки, вы только себе лишь сердце раните. На самом деле все не так, абсолютно не так. Он вас любит, вы его тоже. Ну, в чем проблема? Вы к двойке идете, вы сами чувствуете, что вы к двойке идете. И также, если мы посмотрим на эти цифры, то 23 получается. 23 число следующего месяца, либо через 23 дня этот мужчина, она вот этой прекрасной птицей счастья к вам прилетит. Прилетит с правильными, нужными, желанными словами. Да? То есть он вас либо на свидание позовет, либо признается вам в чувствах, предложит вам отношения. Может, что больше предложит. Да? Вы ведь все разные. Вы четко показали цифры, но вы и сами их видите. Видите, четкая двойка, и вот она тройка. Вот так вот, мои хорошие. Здесь прекрасная отсыпочка. Вы как созданы друг для друга, вы друг другу идеально подходите. Вы как две части одного целого, тут по-другому не скажешь. Очень хорошая совместимость. Но смотрите,
Немножко наперед буду забегать. Вы, из вас, вернее, да, из вас двоих, из вашей пары получится очень классный тандем. Смотрите, здесь вы четко показали вас и его. С вашей стороны идет забота, любовь, как ухаживать за ним будете, заботиться о нем будете, согревать его будете. А с его стороны, видите, он такой вот знак показывает, как крышу, да, защита, с его стороны помощь, с его стороны, ну и, конечно же, всякие материальные вот задачи, да, чтобы он решал, как обеспечивал. И получается просто классика жанра, когда женщина хранительница очага, душа семьи, да, а мужчина это защитник, добытчик, тот, кто свою семью бережет, тот, кто отвечает за очень важные и сложные вопросы в жизни. Ну, все по классике идет. Замечательно. Так, и еще есть одно предостережение именно на будущее, когда вы парой станете. А парой вы станете по-любому. И парой, и семьей, и все тут будет. Видите, птица с вашей стороны. Именно с вашей стороны может прийти очень сильная зависть. Кто-то с вашей стороны очень сильно будет завидовать. Завидовать вам, завидовать ему, завидовать вашей паре, вашей семье. Прям страшная зависть, которая может очень много неприятностей вам создать. И сглазы могут быть, и всякие там наговоры, оговоры, глупости всякие могут быть. Знаете как? Счастье любит тишину. Вот вы с ним счастливы станете, молчите об этом. Молчите. Не распространяйтесь о подробностях своей личной жизни, не делитесь со своими близкими, подружками, либо даже с родственницами тем, что между вами происходит, как между вами происходит. Иначе люди не смогут вынести вашего счастья и будут портить вам жизнь, портить вашу любовь, портить ваши с мужчиной взаимоотношения. Здесь четко предупреждают. Именно с вашей стороны какая-то женщина, ну, либо мужчина, а может и мужчины и женщины, будут вмешиваться, потому что не смогут смотреть на ваши счастливые глаза, на ваши счастливые взаимоотношения, именно с вашей. Со стороны мужчины я такого не вижу. Не вижу. И, кстати, если эта женщина его мама, она вас поначалу как не принимает, не ходит, но в будущем она поменяет свою точку зрения по поводу вас. Знаете, как убедиться, что это судьба, вы друг другу даны высшими силами. Она примет. Сейчас не принимает, либо будет козни строить, но в будущем она вас примет. И, в принципе, будут достаточно неплохие взаимоотношения. Конечно, не любовь любовная, там дочерью вы и не станете, она вам, соответственно, мама не станет, но, тем не менее, вы научитесь вместе нормально сосуществовать. То есть она не будет лезть к вам, вы, соответственно, ее трогать не будете нормально сосуществовать. Это точно. Нет, вы пара, девочки, вы пара, причем парой совсем скоро станете, у кого-то даже отыграется как-то какое-то очень быстрое развитие событий, очень быстрое, такое, что вы опомниться не успеете. Но вы друг другу очень хорошо подходите. Выгоняйте из своего сердца вот эту тоску, хандру и эти мысли дурные, что нет, мы друзья. Не друзья вы, не друзья. И для вас вы не друзья, и для него вы не друзья. Вы пара, вы двойка, вы никак не тройка, двойка вы. Четко здесь показали. Вот эту частичку убирайте, она лишняя. Вот двоечка должна быть. Хорошая отсыпка, мне нравится. Мои хорошие, совсем скоро вы будете парой. У вас совершенно будет другой формат взаимоотношений. Это будет любовь. Это будет счастливая, влюбленная друг друга пара. Мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.